Здравствуйте, меня зовут Амосов Стас. Иванов Вячеслав. Тема нашего доклада является сопоставительный анализ общей традиции русского, якутского и казахского народов. Актуальность. В наше современное время многие молодые охотники не знают культуры охоты, не соблюдают якутских ритуалов, не знают, как следует вести себя в лесу, как общаться с баянаем. Крайне необходимо широко освещать эту тему, уделять большое внимание национальным традициям, обычаям каждого народа, которые передавались из поколения в поколение. Нам хотелось узнать об охотничьих традициях и обычаях нашего народа для того, чтобы использовать на практике в будущем. Цель исследований – сопоставительный анализ охотничьих традиций и обычаев якутского, казахского и русского народов. Задачи. Первое. Рассмотреть научно-популярную литературу по теме. Второе. Найти и определить охотничьи традиции и обычаи якутского, казахского и русского народов. Третье. Выявить общие признаки и различия охотничьих традиций и обычаев исследуемых народов. Гипотеза. Язык якутов относится к русским наречиям, входящим в алтайскую семью. Поэтому мы считаем, что многие традиции и обычаи охоты схожи с русскими народами, например, казахами. Здесь мы видим традиции и обычаи народа Саха. Самый популярный из них является культ общенического духа победителя охоты Бай-Баяная. Всего их 10. А здесь мы видим традиции и обычаи русского народа. Всего их 11. Традиции и обычаи казахского народа мы нашли всего лишь 2, так как большинство казахов занимается земледелием и скотоводством. Вывод. Исследуя традиции и обычаи русского, якутского и казахского народов, мы нашли много традиций о походе якутского народа. По Якутии с древнего времен мужчины занимались охотой. К сожалению, мы не нашли охотничьих традиций казахского народа, так как в основном казахи занимаются скотоводством и земледелием. У них в нашей республике нет большой территории и численности животных. Охотники придавали большое значение не только чистоте внешней, но и внутренней душевной. Также нашли сходство между казахскими и якутскими традициями. Если охота была успешной, то все участники благодарили Всевышнего, а якуты Бай-Баяная за посланную удачу во время охоты. В финале Бай-Баяная хотим рекомендовать внести в конце журнала памятку о традициях и обычаях начинающим охотникам. Наша гипотеза подтвердилась то, что многие якутские традиции и обычаи охоты схожи с тюркскими народами, например, казахами. Хотелось еще дальше работать над данной темой, потому что в настоящее время выявить только 2 традиции на охоте казахского народа. Спасибо за внимание.